Открывая еженедельное совещание в правительстве, Махмуд Али Калиматов отмечает, что всем министерствам и ведомствам необходимо работать усердно и ответственно, повышая показатели работы региона. Особое внимание глава отметил, что необходимо уделить налоговым поступлениям в бюджет республики, ведь на эти средства мы улучшаем качество жизни наших граждан. Поступление у нас должно увеличиться в разы налогов, доходов на имущество, на землю, потому что бюджет у нас должен пополняться. И я полагаю, что предварительно до 2 миллиардов рублей мы можем больше собирать, чем мы собираем сейчас. Я имею в виду и муниципалитеты, ваша функция, которая налоговики и другие контрольно-надзорные. В рамках еженедельного совещания прошло заседание оргкомитета по вопросам подготовки и проведению 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Важная дата в календаре государственных событий имеет особое значение для всех, отметил Махмуд Али Калиматов. Особое внимание обратить в части наших государственных символов, флаги, да? На зданиях, сооружениях всех ведомств. Неважно, муниципальные ли они, или федеральные, или правительственные. У нас висит нашего государства российский флаг, республики, и еще добавляйте Знамя Победы. И особенно внимание обратить на Назрань, Назрановский район и Сунжа. Это в части того, по трассе, которая у нас идет, вот, там обратите внимание. Ну и те субъекты муниципальные, я имею в виду Малгобек, где у нас на границе с этой стороны, Малгобекский район, если с другой стороны, чтобы везде было, значит, видно, что мы готовимся к этому великому для нас празднику. Глава Ингушетии отметил, что наши предки кровью приближали великую победу. И важно, чтобы встретили мы праздник достойно. О том, какой будет 80-я годовщина, подробно рассказала заместитель председателя правительства Ингушетии Индира Сагова. В соответствии с указанным планом планируется тематическое оформление фасадов зданий, общественного транспорта, рекламных мест, размещение баннеров, открытие памятных досок, посвященных памяти героев Российской Федерации. Торжественные культурные и спортивные мероприятия, акции, круглые столы по патриотическому воспитанию. Государственные учреждения культуры республики празднику посвятят концерты, спектакли, тематические выставки, рассказывающие о подвигах людей. План мероприятий будет разнообразным, уделять внимание исторической дате в научных учреждениях, в школах, вузах и СУЗах республики, на телевидении и в печатных СМИ. Глава Ингушетии отметил, что важно проводить работу в архивах, находить исторические факты, свидетельствующие о силе духа нашего народа. А вот этот элеватор, Назрань, который стоит, он всю войну загружал вагонами, отправлял муку. Вот есть такой факт. Поднять надо все архивы, и вот мы там Малгобек, понятно, но я думаю, что если по объемам, куда направлялась, там секрета сейчас нет, Великую Отечественную войну, говорят, он круглосуточно 3 смены работает. И направляли как раз от Железка рядом, вот элеватор, который стоит, вот и направляли на фронт. Или другие регионы необходимые. Да? Поэтому будем ставить вопрос о городе воинской славы или трудовой славы. Следующий вопрос в повестке – отбор граждан на военную службу по контракту. Для Ингушетии определено задание. Об этом подробно рассказал военный комиссар республики Заурбек Гадаборшев. Сегодняшний день отправлено 15 человек, что составляет 2,1%. Уберу задание и 44% это отмеченного задания 34 человека. На сегодняшний день у нас перевыполнено задание Джуаратский район, выполнено на 100% город Казлар, город Малгобек, близкий к завершению задания. Это город Казлар. На сегодняшний день 75 человек. Далее 71% выполнено.
Глава Ингушетии по итогу доклада отметил, как важно муниципалитетам работать на местах, рассказывать о преимуществах службы по контракту, о мерах поддержки региона участникам специальной военной операции. Важный вопрос повестки совещания – реализация национальных проектов и государственных программ. В Ингушетии в рамках поддержки федерального центра построены объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта и не только. О достигнутых показателях работы подробно рассказали в докладе. Это у нас средства были направлены на реализацию более 80 мероприятий. Из этих средств на 1 января контракты подписаны на 4 миллиарда 649 миллионов. Это 98%. В том числе у нас по объектам капитального строительства у нас 28 объектов завершены в прошлом году, 20 объектов территории общественного пользования. Разные мероприятия направлены на социальное развитие, это 30 и более мероприятий. Затронули на совещании вопрос о здоровье детей, о проведении вакцинопрофилактики от опасных инфекций в Ингушетии рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Зара Албакова. Охват прививками полиомиелита по эти 2 тура должен составить не менее 95% от запланированного. Министерством здравоохранения республики организовано и проводятся мероприятия по подготовке и проведению дополнительной массовой иммунизации. Первое – это определен контингент подлежащих вакцинации, количество детей 121 440. И второй пункт – для закупки указанных вакцин, чтобы провести дополнительную массовую иммунизацию, нам необходимо закупить дополнительное количество вакцин. Определена потребность в финансовых средствах, размер финансового 18 миллионов 900 тысяч рублей. Махмуд Али Калиматов отметил, что полиомиелит – одна из самых страшных инфекций и как важно родителям в вопросе иммунизации быть очень ответственными, объяснять, какие последствия могут быть от встречи с вирусом. В рамках еженедельного совещания глава Ингушетии также затронул такие вопросы, как легализация объектов налогообложения, достижение показателей количества пользователей мобильного приложения, госуслуги, дом и не только. Махмуд Али Калиматов отметил, что все муниципалитеты должны работать усердно. Рина Сычуева, Сулейман Костоев, Магаз 24.